Всем привет! Мы продолжаем проводить экскурсии по достопримечательностям города Якутска. В данное время мы находимся в так называемом микрорайоне Залог и продолжаем показывать вот такие замечательные чудеса города Якутска. Вообще название вот этого микрорайона происходит от слова залогом, то есть означает как бы за пригорком, да. Микрорайон один из старейших, да, города, да. Ну и, соответственно, состояние тоже его оставляет, желает лучшего, да. Вот у нас опять тут же, наверное, эти помойки не убирались давным-давно. Везде ведровыносная система. Туалеты, вот я смотрю, закрытые. Видимо, чтобы там посторонние не ходили. Замочки такие висят. Ну, зато тут есть крутой кинотеатр, называется Азия. Там рестораны, вся элита города собирается. Возможно, туда даже ходит Светлана Владимировна Аксентьева. Ну и Владимир Федоров, это заммэра по ЖКХ, который, в принципе, должен убирать это все безобразие. Вообще, тут, скажем так, туалеты лучше, чем на 17-м квартале. Скажем, состояние такое вот, помойки даже чуть-чуть, можно сказать, ну, получше, поинновационней. А вообще в этом доме, да, это на улице Тимирязева, да, в Залаге, жил и начал свою карьеру олимпийский чемпион России Владимир Баланец. Тут даже какая-то табличка есть. Сейчас пойдем посмотрим, что там написано. Ну тут написано вот так вот. Так. О. Умей жить, когда жизнь становится невыносима, сделай ее полезной. Вот, видите, как актуально. Николай Островский. Да, действительно, в Залаге жить очень сложно, да, потому что вот сейчас как бы это снегом все покрыто, такого безобразия сильно не видно, да. А летом, да, тут мухи, вонь, ну все такое, все, скажем так, такие экшен-эффекты экстремального отдыха. Сейчас вам покажу подъезд, где жил Вова Баланец, олимпийский чемпион. Ну вот это вот стандартная якутская двухэтажка. Тут на втором этаже, по-моему, вот тут, вот там, в той квартире, вот только выше, да, жил Вовка. Вот так вот люди живут. Тоже тут периодически бывают пожары, как и везде в городе Якутске. Вообще, по Владимиру Баланцу стоит отметить одну такую вещь, да. Он получает как единственный олимпийский чемпион, паралимпийский чемпион из города Якутска, имел стипендию, да, от городской администрации, да. И вот, как мне стало известно недавно, да, нынешний мэр Светлана Владимировна Аксентьева, да, отменила данное поощрение единственному спортсмену, который стал олимпийским чемпионом, паралимпийским чемпионом от города Якутска именно. Потому что, в принципе, все олимпийские чемпионы там Якутии, да, они вот именно из районов Якутии, а с Якутска только он один такой. Это вот у нас здание бывшее Якутского городского общества слепых. Я не знаю, что его не сносит, но говорят, участок по данным древним здания стоит много-много миллионов, по-моему, порядка 27. Видимо, делят. В данное время мы вышли на начало Залога, да. Тут еще как бы все более-менее прилично, и когда вот туристы приезжают, им показывают обычно вот это. Вот там, вот, допустим, такой клуб Европа, сейчас там театр. Это получается Якутский экономико-правовой институт. Ну, вот такой хорошие новостройки, да. А если туда дальше идти, получается, там это все то, что мы с вами сейчас смотрели.
Вот еще одна достопримечательность. Тут, кстати, он планирует такой микрорайон, называется Старый Город 2. Сейчас мы зайдем к одному из жителей микрорайона Залах. Я по секрету скажу, что он мой брат. И как бы узнаем у него, как вообще тут жить. Ну и вообще, может, новое расскажет. В данное время мы находимся у Дмитрия Захарова. Я уже говорил, это мой брат. Сейчас мы зашли, он тоже проживает в Залаге. Ну, скажем так, мы хотим у него узнать о его успехах. Я знаю то, что он в прошлом году и до этого занимался перевозкой инвалидов, людей с ограниченными возможностями, незрячих, там, диализников и прочее. Дим, расскажи, как у тебя дела в этом плане сейчас обстоят? Так, ну что, проект этот работал там, с 2013 года, перевозками занимались. Вот. До прошлого года возили. Там. В этом году мэрия нас не поддержала, грант нам не дали. В прошлом году вот мы выигрывали, там грант возили на 400 человек, подписали обязательства. Перевезли гораздо больше, то есть перевозили детей инвалидов, престарелых, колясочников, незрячих, то есть все группы. Как бы, да. Сейчас в этом году у нас оказалось, что, оказывается, у нас транспорт не специализированный, поэтому там нам не дали этот грант. Раньше таких вопросов уже не возникало, да? Таких, с 2013 года таких вопросов не возникало. Сейчас вот как появился у нас новый мэр, новые правила, видать, внесли, что нельзя возить как бы. Но вы-то будете возить? Не, ну мы-то, конечно, будем. Мы уже подписались под это дело, то есть нам, там, помощь мэрии, как бы она была бы, конечно, неплохо, но как-нибудь, наверное, будем обходиться без них. Может, они нам будут помогать в перевозке на своих этих джипах непроданных. Было бы неплохо, если вообще бы нормально было бы. Если бы они принимали участие непосредственно, допустим. Джип тоже как спецтранспорт. Что, нормально было. Я помню, что Дим Димыч Садовников, получается, и отдельный, Дерасин Сергеевич, они принимали участие в этом проекте, то есть перевозили тоже людей, диализников. Дим Димыч приезжал, получается, с Владимиром Виталием Сарачаном. Дерасин Сергеевич приезжал на 17-й квартал. Было такое. Да. А может, и этот новый наш мэр тоже что-нибудь поучаствует вместе с своим заместителем. Да, я от себя добавлю то, что Дима просто не любит сниматься, получается, поэтому мы так маленько снимаем наискось, да? А так вообще я хотел бы сказать то, что вообще руководство города, да, или вообще общество характеризует именно как раз отношение к таким слабозащищенным категориям населения. Вот Дмитрий, например, он сам инвалид по зрению, да, но он в то же время, получается, занимается перевозками, да, незрячих при поддержке, получается. То есть помогает своим знакомым, своим, получается, по обществу слепых и инвалидов, по ВОЗ, есть такое всероссийское общество слепых. Вот. Почему мэрия, получается, игнорирует такие социально важные проекты, как бы, это выводы можете сами делать, как бы, да, а пока у нас вот такие вот новости. Всем спасибо. Следующий сюжет у нас будет в Гагаринском округе города Якутска. Это район аэропорта. И потом у нас будет промышленный округ города Якутска.